Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите новый проект на телеканале НВК Саха и телеканале Якутия-24. Это программа «Подворье». Мы рады приветствовать вас. Посмотрите, какая красота вокруг меня. Действительно, лето в самом разгаре. Напоминаем для тех, кто, возможно, еще не знаком с нашим проектом, это программа о том, как облагородить свой участок, что можно построить, как провести отопление, что посадить, как ухаживать за растениями. В общем, все, что касается летнего периода провождения на своих дачных участках. Меня зовут Дарья Анкехова, и сегодня я вновь нахожусь в ботаническом саду Северо-Восточного федерального университета. И я сегодня буду прям ходить по этому участку, потому что мне действительно очень нравится. Но ходить я буду сегодня здесь не одна. Со мной Ирина Трофимова, вновь эксперт, мне кажется, лучший эксперт вообще в республике по именно древесным растениям. Да? Она знает все о деревьях, о кустарниках. Самое главное, она живет этим, да? Ага. Ирина, доброе утро. Доброе. Ну что, сегодня эфир посвящаем, дорогие друзья, мы чему, Ир? Плодово-ягодным растениям. То есть мы пройдемся по... мы постараемся охватить побольше, конечно, видов, но за полчаса это невозможно сделать. Но начнем мы с боярышника. Вот это очень красивый раскидистый куст. Можно выращивать как отдельно, так и в живых изгородях. Сейчас, получается, он в бутончиках, скоро должен зацвести. Вот, обратите внимание. Очень хорошо переносит стрижку. Очень большое количество зеленой массы. Из нее получаются очень такие плотные изгороди. То есть посадить, если поближе друг от дружки, через метр, например, тут мы получаем такую зеленую стену. Ира, ну для меня, для человека, который мало что понимает в этой теме, самый главный вопрос. После черемухи я была удивлена, как долго она растет, чтобы была вот эта красота. С боярышником. Насколько быстро вот можно получить ту самую шикарную и красивую изгородь? Ну да. В принципе, боярышник, так же, как и черемуха, относится к быстрорастущим кустарникам. То есть к 7-8 годам они уже имеют такой, ну, довольно, как сказать, декоративный вид. Так что это не так долго на самом деле. 6-7 лет недолго, да? Да. Хорошо. А плоды на каком году жизни растения уже можно получать вот эти плоды? Также, получается, обычно все вот эти вот широколиственные растения, которые мы выращиваем, ну, не все, конечно, но большая часть, начинают плодоносить и цвести с 6-8-летнего возраста. Зависит очень от ухода, от места, то есть солнечное место, от состава почвы все очень много, тоже много всего зависит. И, собственно, ну вот где-то примерно... в целом боярышник неприхотлив, да? Главное полив. Да. Получается, первое время, как мы уже в тот раз говорили, мы, естественно, когда мы сажаем растения, при выкопке мы обязательно травмируем корневую систему. И чтобы, ну, пока растение не укоренится, это 2-3 года полностью, мы должны очень внимательно поливать, то есть довольно много. Всем древесным нужен такой хороший, такой промывной водный режим. То есть застой влаги не рекомендуется, а вот хороший пролив – это для них самое то. Все, с боярышником все понятно. Посадили, ждем 5-6 лет, получаем плоды и радуемся красотой. Да. Вот здесь у нас интересные. Я уже знаю, что это. Да? Следующие наши герои – это облепиха – мужское растение, и облепиха – женское растение. Обратите внимание, насколько сильно они отличаются. Мужское, даже визуально, да? И женское растение облепихи. Ага. Тут мы видим, получается, ну, вообще самое первое, что я хотела бы порекомендовать, это приобретать облепиху именно весной, потому что как таковых таких отличий больших между ними нету. То есть летом они будут выглядеть совершенно одинаково, когда все листочки уже вылезут, их различить друг с дружкой невозможно будет, они отличаются только почками. Тут мы видим крупная почка. Давайте покажем крупную почку поближе, да? Многокомпонентная такая уже, конечно, распустилась, но в принципе видно. А вот здесь вот на женских растениях она такая более нежная. Вот это желтенькая, да, которая? Ну, это уже распустилась просто, да, почка она такая. Вот. Дальше, что еще?
плоды растут только на женских растениях. Вот. То есть мужское растение, оно как бы опыляет женское. Да. И тут еще тоже в саду можно посадить, например, одно мужское растение и до 5 женских. Вот То так. есть так мы увеличиваем Практически, урожай. да, как в жизни, да? По Экономим. статистике, да? На одного мужчину, ну здесь у нас 5 будет, да? Облепих надо посадить одного мужского рода, да, Да, дерева и девочек, 5 Да, штук да, можно. да. И То есть тогда так мы экономим место и увеличиваем, как их, площадь сбора плодов, получается. А грубо ему говоря. хватит сил и возможностей на пятерых, да? Да, потому что, плюс еще как лайфхак можно использовать посадку севернее, да, потому что у нас в Якутске больше северных все-таки ветров. С северной стороны его сажаете, ветер дует, и идет уже опыление на другие Вон оно растения. что. То есть южнее уже женские, плюс защита от ветра и так далее. Вот. И плоды мы получаем Опять же, на 6-8 год. вот так вот. Вот саженцы мы приобретаем 3-4 лет, плюс 3-4 года ждем на участке и уже едим вкусную ягоду. А облепиха, кстати, плоды облепихи содержат витамина С намного больше, чем там в апельсинах или в каком-то том или ином фрукте. Так что она А такая вообще очень облепиха в полезная. Якутии, она так востребована? Ну, Люди востребована. садят или все-таки боятся ее выращивать, потому что думают, что не выживет? Нет, в принципе, облепиха, она уже, то есть мы ее не укрываем, мы ничем таким не занимаемся. Единственное, ну вот сейчас видно, да, то, что какие-то веточки из Сухие. них, они будут, сухими, их просто подрежем, и от этого урожайности и так далее ничего не будет Не страдать. будет. Ну, то есть на количество вот этих сухих веток это не значит, что дерево погибло, да? Ну да, но это еще не конечный результат. Еще дальше будут появляться листочки, и где-то уже после 20-х чисел июня я буду производить под обрезку сухостоя. Ну, то есть я выжидаю для того, чтобы быть уверенной, то, что больше листочков точно не будет. И Ну что, пока это выглядит вот так. Ирина, посадили мы облепиху, посадили боярышник, у нас уже все цветет, растет, почки. Еще что мы можем посадить у нас на участке? Вот справа большое такое дерево, это рябина. Всеми любимая, всеми востребованная, всеми любимая. Почитаемая, да, Почитаемая, да. Рябина тоже очень такой, много зеленой массы, плюс у нее очень такой интересный окрас. Сейчас она зеленая, а ближе к осени она будет такая прямо огненно-рыжая, то есть даже оранжевая какая-то. Плюс, опять же, ягоды, плоды. Такие не очень вкусные, но у нас сотрудники делают из них цукаты. Вот Тоже так вот, да? такая вкусная вещь. Вот. Так. Движемся далее, пошли Дальше мы по участку ботанического сада, еще продвигаемся, и мы можем помимо облепихи, боярышника и рябины посадить крыжовник. крыжовник. Вот оно. Вот мы подошли к крыжовнику. Вот крыжовник такой зелененький куст, невысокий, очень колючий. Тяжело на самом деле за ним ухаживать в плане обрезки, вообще посадки и так далее. Можешь даже потрогать его, только аккуратно, Да, пожалуйста. я уже потрогала. Уже ощутила. Да. Плюс, когда вот период сбора ягод, это тоже очень сложно. Допустим, снаружи можно спокойненько вот эти ягоды рвать, Да, есть, а вот внутри тогда- это уже без помощи лопаты или каких-то других подручных средств не обойтись. Но все это оправдывается тем, что крыжовник очень вкусный. Ягода, она такая, знаете, не зеленая, как в магазине продаются. Да, как да, типичная, да, такая, кажется, зеленая, полупрозрачная, крупная. Да, с семенами. Да. А она, вот именно вот этот сорт, он такой похож на смородину, но ягода крупнее, урожайность меньше, но она очень сладкая, она очень крутая. В общем, я советую сажать крыжовник, в принципе, немножко, но ходить, И подъедать собирать. его. А чтобы урожая было побольше на крыжовнике, что надо делать? Ну, опять же, Чтобы нужно... ягоды те самые Вот. было маленький куст, но много ягоды, как все хотят. Да, нужно поливать хорошо. То есть вот когда идет закладывание цветочков, плодов и так далее, вот в этот период должен быть очень хороший полив, плюс должно быть солнце, и надо немножко все-таки обрезать. Вот этот наш куст, он чуть гуще, чем нужен. Да, вы Вот. что? Ну, я считаю так. Я бы еще обрезала, но это больно. А для чего нужно обрезать? Потому что, чтобы воздух проходил, да? Чтобы был воздух. И вообще все плодовые растения, они не должны быть загущены. То есть вот эта густота, она, конечно, симпатично смотрится, но вот эта лишняя зеленая масса, она,
не нужна. В общем, Ни к она чему. уменьшает урожайность. Все, значит, Вот. не храним эту всю зелень. Лишнее Да, все да, да, да. отрезаем. Беспощадно. Все, беспощадно. Так, хорошо. А у меня такой вопрос, Ирина. Скажите, пожалуйста, а вот если у меня заболело дерево, ну, случается такое, вот у меня красивый боярышник начал чернеть, что делать? Я же не смогу выкопать его и привезти к вам на лечение. Какие варианты помощи? Ну, в принципе, во-первых, вы можете поискать в интернете варианты, но есть еще один вариант. Можете написать нам на WhatsApp. У нас есть мобильный номер телефона. И, ну, конечно же, не сразу, но в течение дня мы отвечаем. То есть население к нам обращается за помощью, за какими-то советами, отправляют фотографии. Можем даже, ну, было такое, что набирали нам по видеозвонку и показывали там какие-то болезни и Ну, так то есть далее. вы помогаете населению, Конечно, да? конечно, Ну, конечно. и Ну, так- по мере возможности. Естественно, это не ежесекундно. Вот мне Да, написали, да, да. я сразу же ответила. Мы работаем тоже там, когда это... И Так, когда дорогие друзья, значит, вот специалист по плодово-ягодным, плодово-ягодным растениям, деревьям обязательно ответит вам. Свяжитесь, социальные сети у них тоже активно работают. Это Инстаграм, это WhatsApp номер. И, конечно, действительно, ну бывает такое, что растение заболело. Скидываем фотографии, вам обязательно помогут. Видите, как здорово? Все работает. Ну, еще раз повторюсь, это не мгновенно. То есть, Да. когда у нас появляется время, когда вот мы... Бывает так, что, допустим, уже, вот я, например, отправляю сообщение, там синяя галочка становится, и я думаю, вот, а мне не ответили. А по сути, просто, получается, ну, в суматохе ходишь, открыл, а потом, ну, в любом случае ответим. Все, хорошо. Вот. Так, дальше у нас Без что? обижай. Что еще мы садим-то у нас на Так, участке? сейчас мы стоим рядом у очень такого плотного тоже куста. Куст жимолость съедобная, растет в Якутии, тоже в сторону Алдана его много. Жимолость обладает такими очень лекарственными свойствами. Она очень сильно понижает давление. То есть если высокое давление у кого, по ягодке просто съедают, и ну, оно вроде как помогает. Ягоды здесь очень невкусные, терпкие, маленькие, но вот опять же лекарственные получается. Жимолость съедобная. Зацветает тоже очень рано. Тоже получается нужен только полив практически. Ну, мы подкармливаем еще немножко. Но, в общем, такой кустарник. Тяжело ухаживать, да, вот за таким кустарником. Туда Ну, залазить, обрезать или Ну, вообще, да. такой Да. сложноватый кустарник. Хорошо. Ну, вообще, нет, буду откровенна. На самом деле мы особо. не обрезали и не особо за ним следили. Мы просто поливаем его, немножко подкармливаем. И собирают ягоды те, кто именно преследует такие Цели. лечебные цели. Вот. А мы, основная часть сотрудников, мы любим сладкие ягоды. Вот к нему пойдемте, да? Да. Это жимолость тоже, но уже идет сортовая она. То есть, когда селекционеры выводят сорта, они же преследуют такие вещи, как вкусовые качества улучшенные, улучшить там сбор. Ну, то есть там ягоды же иногда там осыпаются и так далее, а сортовые вещи, они немножко предусматривают переспелость и так далее. То есть они держатся на кустах получше. Плюс урожайности больше и так далее. Тут у нас идет ряд жимолости. Их 4 штуки видов. Сортов. Для того, чтобы растение давало большой урожай, надо, чтобы было так называемое перекрестное опыление. Что это? Ну, в общем, стоят вот, можешь обратить внимание, они немножко 4 куста, например, сорт амфора, дальше идет 4 куста сорта голубое веретено и так далее. Ну, в общем, 4 сорта, как я уже говорила. Они переопыляются, и в итоге урожайности становится больше ягод. Поэтому они кучками, да? То есть их должны быть разные сорта, должны быть на одном участке. Не надо садить одного сорта, все, да? Да. Тогда урожая будет больше. И, ягоды как-то вкуснее, что ли. Но в конечном итоге они когда долго стоят вместе, они все равно переопыляются и становятся вот эти именно сортовые качества, они немножко теряются. Мой любимый сорт голубое веретено. Имеет такую крупную ягоду, очень вкусный, и его очень много. Вот, допустим, вот стоит мой любимый кустик маленький. Самый маленький кустик. На нем мы собираем порядка
ну вот я не буду врать, но 2 ведра где-то ягод, что ли. Ну, из таких 5-7 литров. Замечательно, Вот. на зиму хватит, да? Мгм, Да. мгм. Да, ягода, опять же, вот повторяюсь, то, что она сладкая, потому что жимолость, когда произносится слово жимолость, людям Уже почему-то сразу кажется уже... Хочется лицо так Мгм. сделать. Да, Да? точно, точно. Так, а на самом деле она может быть сладенькой Да, и да. вкусной. Вот. Это все вот жимолость, 4 вида сорта, да? 4 сорта. 4 сорта. Мгм. Вид – это вот жимолость Ага, съедобная, всё. например, это видовое растение. И сейчас мы должны подойти к смородинам. Что касаемо любимой смородины, мне кажется, у многих дачников смородина есть на участках, да, и она тоже такая любимица, да. Но вот Ну, здесь нужны советы, практические советы, что сделать для того, чтобы, как обычно, ее было много, чтобы она была красивая, чтобы она не болела. Мгм. Так, но самое первое, я должна сказать, что работы по обрезке уже были произведены. Сейчас я просто скажу пару слов о том, вот как раз-таки по вопросу, как увеличить урожайность. Вообще, получается, когда саженец приобретается только из магазина там, или ботанического сада, на нем обычно, ну это 2-летний обычно саженец с 2 побегами. Эти побеги мы оставляем, но нам надо укоротить побеги для того, чтобы в средней части пошли. Ну, как сказать, укорачивают побег до 2-3 почек для того, чтобы вот этот один побег превратился в 2 побега. Для того, чтобы, получается, вот здесь ягоды будут и здесь ягоды будут. То есть один, это только один такой мешочек, а здесь будет 2. И, собственно, вот мы купили его, посадили, обстригли, получили уже 4 ветки, 4, и отсюда снизу, получается, вокруг будут расти нулевые побеги, так называемые. Они растут из-под земли. И из этих побегов мы должны оставить 2-3 таких самых крепких, самых хороших побега. Остальные все, которые появились, мы их просто тоже, опять же, удаляем. Это все лишнее, в общем, да? Да, конечно. Вот тут опять повторяемся про загущенность. Да. Здесь у нас не должно быть зарослей для того, чтобы было больше урожая. Да, мы вон видим пространство, видите, между веточками достаточно много пространства, это правильная обрезка была, да? Вот, например, пропущенный нулевой побег прошлой осенью, он зиму не перезимовал слабенький, его надо было убрать, например. Вот так вот. Вот эти дальше пойдут тоже. Этой осенью будем обрезать. Вот это все лишнее, оно просто загущает наш куст. Вот это все, вот эти вот маленькие, это все обрежется осенью. Да, но они уже будут побольше, то есть они будут вот, и у нас здесь будет такой плотный шар. Это нам не нужно. А летом они, в принципе, пусть растут. Пока пусть растут, да. Хорошо. И из них, получается, мы дальше выберем 2 самых сильных. Оставляем. И оставим их на будущий год. То есть итого у нас должно получиться где-то 20-25 побегов, вот именно на пике плодоношения. Ирина, ну вот смотри, мы видим, что вы подрезали вот эти верхние, да? Да. Вот обрезано, вот обрезано, да? Это опять же, мы оставляем 2-3 почки, дальше режем. Вот раз почка. Тут может 2. быть даже чуть больше. В общем, должно быть 2-3. Вот здесь это их больше, 4, пусть. 4 и... Вот порезали, и тут, получается, дальше пойдет раздвоение. Вот. И так нужно сделать на каждой вот веточке, да? Да, на да. каждой. Обратите внимание, все подрезано. Отрезаем, 2-3 почки отрезаем. И через какой период опять подрезаем там ее? Обрезка смородины производится либо осенью. Осенью, получается, мы все вот эти нуль побеги, все убираем, обрезаем. И до обрезка, сухостоя и так далее, она производится весной. То есть, если мы что-то оставили с осени, мы корректируем весной. И Всё. так каждый год. В течение лета ничего подрезать не надо, пусть да. растет. Да. В течение лета сейчас я хотела рассказать немножко о размножении сортовых смородин. Не только смородин, а вообще сортовых кустарников. То есть, если сортовые кустарники мы сеем семенами, то мы теряем эти сортовые качества. То есть, ту же самую высокую урожайность, какую-то цепкость на кусте и так далее, вкусовые какие-то качества. Мы их теряем, и куст возвращается к своим видовым качествам. Для того, чтобы всю эту красоту сохранить, мы должны размножать растения черенками. Вот сейчас у нас пока не время, конечно же, но я просто немножко пару слов об этом скажу. Видим, да, то, что новые листочки, новые побеги, они отличаются цветом от прошлогодних. Вот это такое одревеснение идет, да, прошлогодних. Да, оно такое коричневое, тверденькое, а это мягенькое. Мягенькое, вот. Это называется зеленые черенки. Эти зеленые черенки... подашь, пожалуйста, секатор?
Да. Это секатор. Они, получается, ну, они, конечно, должны быть чуть длиннее. Вот где-то в 20-х числах июня их будет, они будут длиннее. И мы должны будем, получается, отрезаем, Да. хоп, и представим, что здесь есть, то, что оно длинное, получается, Да-да-да. если вовремя это делать. Получается, мы должны убрать лишние листочки и должны оставить, корешок такой, получается, и один листик. Самый тоненький, самый молодой, да? Ну, да. Покрупнее Получается, отрезаем. Ага. Получается, оставляем, тоже порез делаем наискосочек. Мы всегда, когда режем древесные, всегда делаем срезы наискосок. Окунаем в корневин, это стимулятор роста корней, и втыкаем в песок. Делаем такие условия, чтобы влажность была стопроцентная, то есть можно накрыть, как в теплице, в общем, сделать. И, собственно, поливаем каждый день, все время влажность. И в августе месяце мы получаем черенок со своей корневой системой. И уже вот этот череночек, он сажается на участок, и у нас получается с одного куста мы можем сделать, довольно много других кустиков. То вот есть так это вот, да? размножение. Это не так уж сложно, в принципе, да? Просто нужно правильно отрезать, правильно выбрать, да, посадить в песок, да, получается, опустить в песок. И воткнуть, получается. воткнуть в песок. После вот этой корневой, да, как? Корневин. Все понятно. В песочек, и потом до августа ждем. Поливать. Поливаем. Все время поливаешь. Крышечка бывает, из пленочки. Там, в общем, должно быть стопроцентная влажность должна быть стопроцентная. Начала заговариваться. Все. Вот. И тогда можно на участке посадить уже разные сорты смородины, да? Да, куча. А у вас вообще будет. смородины сколько вот, допустим, у вас здесь? У нас Красная, черная еще? Нет, у нас, получается, вот этих сортовые, вот этот ряд, это просто черная смородина, сорт якутская, харакаталыклюцы, эркяна, миручан. 5 сортов у нас в наличии. Но это не предел, на самом деле, это просто... Так, вот. ну это мы по черной смородине. А красная смородина чем-нибудь отличается? Тут есть какие-то советы и лайфхаки? Возьму свои По красной смородине. Да, конечно. Красная смородина, она отличается от черной смородины тем, что обрезка производится, по сути, просто вот именно контроль количества побегов. То есть там, если мы укорачиваем для того, чтобы вот этот побег раздвоился, да, тут мы просто берем и обрезаем его. В первую очередь, вот этот куст специально, он не был обрезан весной. Почему? Забыли? Нет, или специально оставили для вас. Вот так вот. Это красная смородина. И, в общем, самое первое, когда мы подходим к обрезке, это ранняя весна. Опять же, представим, что сейчас весна. Мы первым делом должны удалить прошлогодние вот эти вот листочки. Дело в том, что... Вот так убираем. Вот здесь вот зимуют, аккуратно, зимуют вредители, болезни, на листочках могут быть. Весь этот опад, он должен быть удален. То есть и вот этот вот опад в компостную кучу мы не кидаем, потому что листочки могут быть заражены. Мы все это должны сжечь. А я вот видала советы такие про то, что нужно наоборот, зачем это все выбрасывать, это все можно пустить именно. Ну, конечно, одно дело, если у вас здоровые, хорошие кусты, а другое дело, если они заражены там мучнистой росой и так далее. То есть это будет все равно рассадником инфекции, грубо говоря. Оно нам не нужно. Лучше не рисковать. И, вот опять же, другое дело, если это молодой сад, то, в принципе, там болезни быть не может. Дальше что мы делаем? Дальше, получается, первым делом мы отрезаем побеги, которые в общем, видим то, что, видим что оно такое уже перемерзло и так далее. Пенек мы делаем совсем маленький, то есть в пеньке тоже могут зимовать вредители. Просто берем и отрезаем. То есть у красной смородины мы отрезаем все, да, как можно больше. Просто мы регулируем количество побегов. Да, их должно быть тоже вижу. ежегодно. Опять же, оставляем по 1-2 новых побега сильных, остальные все убираем. Вот в конце можно обработать какими-нибудь стимуляторами иммуна, и на этом, в принципе, все. Все, вот так вот.
Ну что, время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Мы сейчас здесь все подрежем, мне очень понравилось, да? И, конечно, вновь благодарим вас, Ирина, за то, что принимаете нас в гости, рассказываете, делитесь советами. А вам, дорогие друзья, хочу напомнить, что у нас есть обратная связь с вами. Сейчас на экране вы видите нашу инстаграм-страничку, видите номер телефона. Пишите, звоните, задавайте вопросы, делитесь своими фотографиями, либо предлагайте темы, которые интересуют вас. И мы обязательно снимем сюжет, возможно, приедем к вам в гости, либо мы найдем специалистов, которые ответят на интересующие вас темы. Ну что, не прощаемся, увидимся завтра в это же время на этих же телеканалах. Программа «Подворье» работает для вас, но и вновь благодарим Ботанический сад Северо-Восточного федерального университета за то, что помогаете нам в съемках нашего проекта. Садите кустарники, садите деревья, ждите 2-3-4 года, но обязательно эта красота будет радовать вас на протяжении долгих лет. Правильно, Ирина? Да, конечно, Правильно. разумеется. И, конечно же, еще напомним, у нас же в эту субботу будет мероприятие. Да, у нас в эту субботу пройдет праздник любования, ну, вообще цветущими растениями, но именно в эту субботу будет любование черемухой. Вас ожидают игры, там, угощения, фотографы. Ну, в общем, такая довольно обширная программа. Подробно можно посмотреть на нашей страничке Ботсад, нижняя черточка НИФУ. И фестиваль называется «Саханами». Вот так вот, дорогие друзья, эту субботу проводим с пользой, едем на мероприятие под названием «Саханами». Ну и, конечно же, следим за нашими новостями. И увидимся завтра в это же время. До новых встреч! Bum 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 bum